Бүгін біздің қонақта Хайдар Исмаил ұлы Мусин. Әйдәгіз қаршы алабыз. Хайдар абыйыбызға енді міне бұл елні 85 ел толды. Екі орнада міне полпредство Татарстанда тағын құтлау болды, һәм шундай зор датаны құтлап біз де сізні қаршылайбыз туған күніңіз белән. Ең көп сәламәтлек сізге. Рахмат сізге бик зур. Хайдар абый инде ул Россия Федерация атказанган конструкторы һәм член Международной академии наук Евразии. Һәм инде шундай сүзләрдән biz sizge sözümüzü biliriz. Neveyti bi Kur'an-ı Kur'an, li rizaki Rahman, ve reddi şeytan, ve tenevverli ehlel kebuli min ehlel iman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. В ноябре этого года исполнилось 100 лет со дня основания знаменитого конструкторского бюро имени Туполева, где я проработал 25 лет, больше, более 25 лет, до ухода на пенсию в 1998 году. Одним из первых самолетов я хочу остановиться на двух более значимых самолетах. Там много самолетов, 72 мировых рекордов установлено на самолетах туполевских. Я на двух самолетах хочу обратить ваше внимание. Первый самолет, которым я стал заниматься, это первый в мире сверхзвуковой самолет Ту-144. Вот я взял с собой вот Ту-144 самолет. В начале 60-х годов прошлого века Англия и Франция договорились создать сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». «Конкорд» это с английского слова, это согласие, согласие. Две страны решили создать самолет. Мы начали этот самолет где-то в середине 60-х годов, однако раньше, чем «Конкорд», сделали первый вылет. Это произошло 31 декабря 1968 года. Этот самолет. Он рассчитан на 120 пассажиров, максимальная скорость 2300 километров. Однако проектная скорость 2500 мы не достигли, честно говоря. Это зависит от двигателя. А что такое конструктор? Авиационный конструктор это не создатель какого-то там одного изделия или одной системы. Мы создаем самолет, планер, а потом уже готовые изделия размещаем в самолете. Вот. Однако вот эти двигатели не смогли, экономичные двигатели. Вот если вы спросите, почему сняли этот самолет с полетов, потому что он совершал полеты Москва-Алмата. Москва-Алмата это конец 70-х годов. Вот. Максимальная скорость была 2500 на 120 пассажиров. Значит, вопрос снятия с эксплуатации только зависит от двигателей, не экономичных двигателей. 103 тонны Москва-Алмата. Кому этот самолет нужен? 103 тонны в один конец. Поэтому сняли этот самолет с эксплуатации. Он прекрасный самолет. Самолет прекрасный. Вот. Значит, первый полет сделан, я уже сказал, 31 декабря 1968 года. Командиром корабля был Эдуард Елян, его уже нет живых. Вот. Я на этом самолете летал на высоте 18 километров. Там темное, облако темное. Москва-Новосибирск летали мы всего за 3 часа 24 минуты. 3 часа 24, Москва-Новосибирск, без посадки. Я как раз
На этом самолете находился генеральный конструктор Туполев. Я как ведущий конструктор летал на этом самолете. Страшное дело. 18 километров на высоте в ортодроме. Что такое ортодром? Это наш прямой путь. Без... Вот. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Вот, значит, конструкция самолета очень простая. Носовой обтекатель. Это во время взлета и посадки обтекатель, так, при помощи гидросистемы опускается на 20 градусов. Это для улучшения обзора летчикам. А потом после взлета поднимается, и самолет приобретает стреловидную форму. Так. И во время посадки то же самое опускается на 20 градусов для улучшения обзора летчика. Так. Потом я занимался, значит, когда этот самолет эксплуатировался Москва-Алмата, мы получили письмо через Министерство авиационной промышленности. Там оказалось, что вот когда самолет переходит на сверхзвук, получается звуковой удар сильный. Вот там в Саратовской области как раз была птицеферма, а там такой сильный удар. Вот. И они, значит, мы получили из обкома партии письмо, просили изменить маршрут. А что изменить маршрут? Значит, это уже время полета. Потом в Киле установили дополнительный 8-й бак. Все равно вопрос так и остался нерешенным. Так? Значит, там размещалась саратовская птицеферма. Вот это, значит, птицеферма, там куры перестали нести яйца. Так? От такого звукового удара. Как раз этот самолет переходил на сверхзвук. Вот так. Вот. А есть вопросы какие-то, да, поэтому? При разгоне какие там перегрузки? Не слишком экстремально для человека? Нет, нормально, да. Вообще страшно, там, конечно, если бы, допустим, международная эксплуатация он не прошел, потому что есть понятие такое ИКАО, это Международная организация гражданской авиации. Они не пропустили его по шуму. Вот, допустим, Жуковский, когда самолет взлетает, там вообще шлейф огня метров на 15. Шлейф. Страшно. Гром везде, гром. Так? Вот такие вещи. Ну, я думаю, что масштабы нашей страны как раз заставят нас вернуться к этим самолетам. Извините, у меня вот такой вопрос. Вот была заявлена скорость 2300 км в час. Это с полной загрузкой или она С полной загрузкой, да. С полной загрузкой, да. То есть, если вот там не было пассажиров и не было практически топлива на максимальной скорости, которую самолет развивал? Но все равно мы не достигли. Вот все, максимальная проектная скорость была 2500. То есть с полной загрузкой он летел 2300, да? А без загрузки он... Без загрузки, я думаю, что у меня нет таких данных. Нет. Ага, понял. И еще вот вопрос при конструкторской, то есть идее, вот этот механизм, который опускал и поднимал... Носовой обтекатель называется. Да, он как бы выходил из строя, он же как бы там все равно... Вот, он не выходил. Дополнительные какие-то сгибающиеся, разгибающиеся элементы? Нет, как раз были крылья были, это мы дополнительно установили для того, чтобы при посадке не было вот такой эволюции. Вот после установки этих небольших, они убираются, после взлета убирались. Небольшие крылья, как раз они создавали стабилизирующий фактор при взлете. То есть и при посадке, и при взлете не было вот такой зигзагообразной. То есть обтекаемость была... Совершенно, да. Вот когда самолет идет по глиссаде, что как глиссада? Это значит углом 5 градусов идет на посадку. Вот расстояние начинается 10 километров минимум должно быть. И вот углом 5 градусов идет на посадку. Это любой самолет. Вот Жуковский аэродром как раз имеет 3800. Это максимальный аэродром, который имеет длину ВПП 3 километра 800 метров. Это Жуковский. Сам в 30-х годах Александр Ильич Туполев выбрал как раз этот аэродром. И вот в такой второй самолет, которым я руководил, этот ведущим конструктором, я вот по этому самолету заместителем работал. Значит, после 80-м году был назначен ведущим конструктором
первого в мире самолета на жидком водороде. Вы знаете, что нефть на Земле не бесконечна, когда-то закончится нефть. Альтернативное топливо мы должны создать. Так? Вот, поэтому в 80-м году правительством нашей страны было задано нашему конструктору в Перу создать водород на альтернативных видах топлива. Это жидкий водород и сжиженно-природный газ. Вот я стал ведущим конструктором этого самолета. Первый полет сделал этот самолет Ту-155 в апреле 1988 года. Какие преимущества этого самолета? Это, во-первых, при сгорании водорода, значит, рабочим телом, который толкает самолет, это порыв воды. Порыв воды. Это значит, вопрос эколога решается на 100%. При сгорании водорода так, рабочим телом является порыв воды. Они конденсируются и обратно возвращаются в воду. И, значит, такое преимущество такое. Потом теплотворная способность водорода 2,6 раза больше керосина. То есть, или 100 килограммов керосин берешь, это водород берешь, или же 260 килограммов керосина. А продолжительность полета будет одна и та же. Так? Вопрос экологии. Потом, значит, что такое водород? Это мировой океан. В принципе, какие минусы при эксплуатации таких самолетов? То же самое сняли уже не по другой причине, там это был конец 80-х годов, это вот перестройка, прекратили финансирование. Значит, две проблемы. Первая проблема это, значит, водород это гремучая смесь. С кислородом воздуха создает гремучую смесь. Вот если в этом помещении водород, хотя 6% водорода, уже при расчесывании волос уже можно получить вам взрыв. Понятно? Поэтому это, значит, это первая проблема, это получение жидкого водорода. Значит, вода H2O разложить на керосин и на кислород, и на водород. Это опять-таки энергия, электроэнергия нужна. И вторая проблема создания баков. Потому что водород находится в жидком состоянии при температуре минус 250 градусов. То есть обычные металлические баки не годятся. Значит, в этом самолете размещался жидкий водород в баке 30 кубических метров. Поэтому первые гонки двигателя мы находились глубоко под землей. Под землей на 15 метров по винтовой лестнице опускались туда под землей, а самолет находился в 50 метрах от нашего бункера. На случай взрыва там 30 куб, это водородная бомба в принципе. Вот я вот перед отъездом на аэродром я прощался с детьми, с женой, на всякий случай, на случай гибели. Потому что 30 кубических метров это водородная бомба. Однако, альхамдулилля, этого не произошло. Мы находились 15 метров под землей в бункере. Так? На случай взрыва там были кислородные приборы на 3 суток для нас. Там 5 человек всего. Там список находящихся в бункере подписывал лично Туполев. Значит, запасные кислородные приборы, фонари, потом вода, питьевая вода. То есть, если там все это после взрыва, значит, мы остаемся под землей, мы должны автономно могли жить 3 суток под землей, пока там нас тракторами там не раскопают. Так? Слава Богу, альхамдулилля, этого не произошло. Все летные испытания, все нормально. Значит, эти первые гонки, там около 5-6 гонок. Вот, каждый раз мы, значит, находились под землей в кабине самолета, и у сопла самолета находились камеры. Мы могли под землей, находясь по мониторам, наблюдать, что происходит. Там в кабине самолета были установлены камеры. И у сопла самолета. Так? Мы могли, находясь под землей, наблюдать, что происходит, как в кабине самолета с приборами. Это то же самое, как у двигателя. Все нормально. Потом мы
Значит, испытали. Первый полет был в апреле 1988 года, потом показательный полет в Италию, в Германию, во Францию. Это 1989 год. Показательные полеты совершали. Значит, командиром был Севанкаев Владимир Андреевич, которому всего, значит, это первый полет сделали в апреле какого-то, 18 апреля, всего, значит, 24 полета. Значит, там были на аэродроме, находились там правительственные делегации из Кремля, там председатель ВПК, генеральный конструктор, потом конструктор двигателя Кузнецов, такой был генеральный конструктор двигателя. Мы все находились на аэродроме, и вот над нами, значит, делал полет, это 24 минуты. Вот за эти 24 минуты Севанкаев получил звание Героя Советского Союза. Ваш покорный слуга получил заслуженный конструктор Российской Федерации за этот самолет. Почему закрыли? Это закрыли, значит, только по одной причине. Прекратили финансирование. Это годы перестройки, 88-89 год, закрыли финансирование. Однако мы все равно к этому самолету вернемся. Документация в архивах сохраняется. Вот. Придет время, когда к этому самолету, значит, так или иначе мы вернемся, потому что запасы нефти в земле не ограничены. Они когда-то закончатся. Есть другие, допустим, виды топлива, допустим, гелий-3. Это радиоактивный элемент. По заключению академика РАН Галимова, он не радиоактивный, не вредный. Гелий-3 на Луне можно черпать ведрами. Однако колонизация Луны еще не совершилась, поэтому гелий-3 пока как топливо не можем использовать. Третий вариант – это, значит, сланцевая нефть. То есть технология получения сланцевой нефти пока очень сложная, и причем очень сильно влияет на экологию природы. Поэтому пока что вот уже в прошлом году в Японии начали выпускать серийные автомобили на жидком водороде. После того, как мы испытали этот самолет на водороде, значит, потом топливные системы переделали. Дело в том, что удельный вес жидкого, это СПГ, сжиженного природного газа, больше, чем водород. Поэтому топливные системы, это датчики, мы стали переделать. Ну, где-то полгода прошло на доработки. Опять этот самолет мы испытали уже на СПГ. То же самое, положительные результаты были. Да? То есть документация есть, в любой момент вернуться можно к этому самолету. Вот. Какие вопросы есть? Вы сказали, что для экологии это безвредно, но потом сказали то, что нужно водород от кислорода отделять. Ну, где мы возьмем электроэнергию? Вот именно. Я это отметил как минус. Ну, я думаю, что наука работает. Я сейчас уже 25 лет на пенсии. Говорят, как будто там водород перемешивают на сметану. Как будто бы. Но это как? Это вот технология. Честно говоря, я уже отошел. Я перешел на тематику ислама. Потому что без от производства учились в мадресе. Это 88-91 год. Так как по авиационному институту у меня, значит, специальность, значит, авиационная и космическая система управления. Значит, эта наука как раз мне позволяла разработать методику точного ориентирования осей мечетей на Мекку. Дело в том, что вот у православных христиан сакральная сторона – это вот восток. Они хранят лицом к востоку, ногами к востоку. Ну, извините, есть восток летний, вот здесь восход, а вот тут заход. А есть равноденствующий восток, 21 марта и 21 сентября. Так? А есть зимний восток, вот здесь восход, а вот здесь запад. Так? Тоже восток. Так? Поэтому в исламе значит, сакральная сторона не связана с хронологическими соображениями. Так? Сакральной стороной в исламе находится Мекка. Там Кааба. Кааба имеет форму куба, отсюда ей Кааба, имеет высоту 15 метров, периметр 48 метров.
Вот это, как сакральная страна, независимо, где, в какой стране находится, значит, верующие, они обращаются лицом при совершении намазов в сторону Мекки. Обязательно. Независимо, где материк, там, Азия, Европа, Америка, Африка, там, Австралия, везде. Лицом обязательно мы должны лицом смотреть в сторону Мекки. Вот я выписал отсюда, значит, аяты из Священного Корана. И откуда бы ты ни вышел, обращай свое лицо в сторону священной мечети. Это в Мекке, да? Ибо это истина от твоего Господа. Поистине Аллах не брежет тем, что вы делаете. Коран, 2 сура, 144 аят. То есть при совершении намазах мы обязательно лицом должны смотреть в сторону Мекки. Так? Вот. Тут погрешность, допустим, в моем родном селе, где я там родился, вырос, две мечети, вот каменная мечеть ушла на восток на 18 градусов. Это очень большая погрешность, 18 градусов. Так? Вот, поэтому, так как значит, моя специальность по институту, по авиационному систему управления, как раз моя специальность позволяла, значит, подойти к этому вопросу уже с точки зрения науки. Так? Я пришел к выводу, что при помощи магнитного компаса направление на Мекку никак нельзя устанавливать. Дело в том, что географический полюс земного шара и магнитный полюс земного шара, они не совпадают. Вот. Магнитные полюса – это на территории Канады. Вот я когда писал, это вот моя книга вышла только в этом году, вот, я когда писал это, значит, я ездил в институт физики, а там ученый-секретарь мне сказал, что вот магнитные полюса земного шара перемещаются в год на 60 километров. На 60. И причем никак не поддаются анализу. То есть каждый год меняет координаты на 60 километров. Причем координаты северного магнитного полюса приближаются к Сибири, нашей страны, к Сибири. Вот поэтому, то есть географический меридиан и магнитный перидиан, они образуют какой-то угол. Это называется склонение магнитной стрелки. Поэтому с помощью магнитной стрелки, магнитного компаса никак нельзя поставить направление на Мекку. Вот, значит, вот в моем родном селе вот одна мечеть ушла на восток на 18 градусов. На 18. Это очень большое. Вот, допустим, Мекка там, а вот намаз читают вот так. Я стал заниматься вопросами разработки этой методики, и вот, значит, в 2000 году первая книга вышла, и причем после разработки этой методики я стал собирать отзывы на эту методику. Вот я вам покажу, значит, первое, это, значит, Равиль Хазрат Гауниддин дает мне отзыв. Потом генеральный штаб. Почему генеральный штаб? Потому что для того, чтобы определить направление на Мекку, сначала надо вычислять формулу, то есть истинно азимут на Мекку, допустим, Москва. Москва имеет широту 55 градусов, Мекка имеет широту 21 градус. Поэтому, значит, зная сложные формулы геодезии, я там 2 года ходил в университет геодезии в районе Курского вокзала, чтобы повысить свои знания в области геодезии. Там сложные формулы. Сначала надо, зная координаты города, Москвы и там Мекки, обязательно вычисляешь истинно азимут направление на Мекку. И причем после этого я, значит, в чем новизна? Дело в том, что после того, как я получил истинно азимут любого города, значит, использую полярную звезду, которая находится над северным полюсом земного шара. Вы знаете об этом. Вот хорошо, что вот сейчас в школах ввели предмет астрономии. Это обязательный предмет. Обязательный предмет. Сейчас вроде ввели астрономию. Вот когда мы учились, это 50-е годы были, у нас астрономия была, астрономия. Поэтому вот полярная звезда находится над северным полюсом. То есть направление на полярную звезду и ось вращения земного шара, между ними угол всего 1 градус.
Через 100 лет будет полградуса. Через 100 лет вот это, между направлением на полярную звезду и осью вращения, суточной осью вращения земного шара будет всего полградуса. Это означает, что это уникальный, это исключительный способ применения направления на эту Мекку. Так? Я, значит, сначала вычисляем сложными формулами направление на истинный азимут, а потом с помощью теодолита устанавливаем ночью. Вот когда на проспекте Мира старая мечеть, значит, ось мечети была отклонена на 7 градусов. Вот я выполнил расчеты, потом положил эти расчеты на стол муфтия Равиля Хазрата. И вот когда Лужков был тогда мэр города Москвы, мы положили, это 22 года тому назад, положили на стол Лужкова. 7 градусов на запад ушла мечеть. Вот и было решено снести старую мечеть. Я стал, в кавычках, виновником этого события. Так? Потому что я расчетами доказал, что отклонение на 7 градусов на запад. Ну, это небольшое, может быть, но все равно это не явилось основной причиной сноса старой мечети. Там и в технических вузах есть такой предмет сопромат, да, ведь вы много изучаете, сопромат, сопротивление материалов. Старую мечеть надо было во что бы то ни стало снести, во что бы то ни стало. И мы снесли эту мечеть. Вот. Значит, основная идея этого, значит, сначала направление на Мекку, потом это не в этой книге, а в другой книге у меня есть книга, которая вышла в 2004 году, называется «Ориентирована в исламе», а там я указываю направление для городов всего мира, там 100 городов, в любой точке земного шара хотите, вот допустим, есть Мальдивские острова, да, в океане, да, Мальдивские острова, вот выходите, там архипелаг целый, выходите, вот кругом море, а где Мекка? Я вот эту методику позволяет с точностью до 1 минуты указать вокруг, вот остров, да, вокруг моря, океан, так, а где Мекка? Вот как раз эта методика позволяет с точностью до 1 градуса установить Мекку, направление на Мекку. Я сейчас прочту хотя бы отзыв на эту методику из Академии наук, потому что после разработки этой методики я стал собирать отзывы. Вот, значит, отзыв из Академии наук Российской Федерации. О работе Мусина методика точного определения истинного азимута киблы при строительстве мечети на территории Российской Федерации. Как известно, ориентация мечети на Мекку имеет существенное культовое значение. В то же время практикуемая методика, основанная на компасном ориентировании, имеет ряд заметных недостатков, на что справедливо указывает автор работы. Астрономическое ориентирование, используя полярную звезду, формулы спирической тригонометрии, которая предлагает автор, позволяет установить истинный азимут направления на Мекку с точностью до нескольких угловых минут, что уже находится в большинстве случаев на пределе строительных возможностей. Так что указанная основная идея работы Мусина заслуживает одобрения и поддержки. Это Академия наук. Значит, Университет геодезии и картографии. На методику точно ориентированной киблы представительства мечети на территории Российской Федерации, разработанной заслуженным конструктором Российской Федерации Мусиным. Ученый совет Московского государственного университета геодезии и картографии дает положительный отзыв методики, разработанной Мусиным по точному ориентированию на Каабу, Мекка, Саудовская Аравия. Рекомендует духовному управлению мусульман благотворительным фондом заложить в основу программы представителей мечетей на территории всей Российской Федерации. Тут значит, отзывы Генерального штаба. Почему Генеральный штаб? Почему? Потому что эту методику изучали, Генштаб изучал 3 или 4 месяца. Почему? Там указаны там координаты, широта, долгота. Как будто Запад не знает координаты Москвы, если захотели запустить ракету какую-то в Москву. Как будто бы не знают. И знают. Но все равно надо было, мне сказали, если не получишь отзыв из Генштаба Министерства обороны, будут таскать там спецорганы.
А я отдал методику, изучали там 3-4 месяца и дали положительный отзыв. То есть никаких секретных, оказывается, нет. Широта там указана, вот в 100 городов мира указана широта любого города и долгота. И вот все. А потом уже вычисляешь, применяя сложные формулы. Алхамдулилля, вот значит, по этой методике в Казани, в Татарстане, в Костроме уже построена мечеть по этой методике. Вот. Поэтому потом есть еще другой способ, ЖПС или ГЛОНАСС. Это об этом вы прекрасно знаете. Ну, аппаратура ЖПС там дорого стоит. Я хотел купить в районе Курского вокзала. Есть фирма такая, $12 000. Слишком дорогая вещь, и поэтому, в принципе, ГЛОНАСС позволяет вообще 160 до 10 метров, допустим, до 10 метров. И почем на дни руки не продают, потому что я могу, допустим, получить эту аппаратуру, где-то стоят там у какого-то военного завода и сообщить эти координаты. То есть духовное управление могут они продать. Отдельным людям не продается такая аппаратура, потому что мало ли что, мы же патриоты страны, мы этого никогда не сделаем. Но все равно значит, духовное управление только имеет право приобрести эту аппаратуру. Или ГЛОНАСС. ГЛОНАСС – это наша отечественная система. Ярар, поблагодарим за такую... Я хотел от души поблагодарить Рустама Фаизовича. Он, в принципе, организатор, он консолидирующий фактор в его лице. Понятно? Объединяет. Я вот на этой площадке с 19 года, субханаллах, вот с кем угодно, артисты, ученые, военные, это с помощью его. Вот он приглашает нас, а мы приходим, такие большие люди, вот ему мы хотели пожелать саулык, главное, остальное все это приложится. А вот Бигичев, Ильхам Шакиров, да? Я привожу этот снимок для тех, которые вот, яшьлерге особенно, молодым особенно, вот, которые вот так, вот, Бармикан, вот, есть ли Бог или нет Бога, вот, пожалуйста, вот Земля в космосе, да, диаметр 12 700 километров, вот где цепь, где трос, на чем висит? Вот, а на чем висит? Вот 12 700 километров в космосе. Это вот снимок с Луны сфотографировал нашу Землю. Вот. Особенно те, которые верят, не верят в Бога. Вот, пожалуйста, пусть доказывают мне, вот инженеру с 2 дипломами, докажут, на чем висит вот это самое, да? Вот, пожалуйста, вот эта Земля с расстояния 40 000 километров, наша Земля. Так? Вот поэтому мы должны быть верующими. Алхамдулилля Рабби. Ярарна. Бүгін екі тағын мақсат бар, да? Біз тез генә сезгә сөйләйбез, нәрсә булды, нинди жыл быел, и нинди безнең планнар инде, да? Мин инде менә берничә урысча, татарча аңламай торган җегетләр бар. Шуңар по-русски перехожу. Значит, ну без монда җыелабыз, да? Безнең иң зур максат монда татар телен сакларга, культура сакларга и үзара гел аларны сорабыз. Сөйләшегез үзара татарча. Сөйләшегез үзара татарча. Шулай итеп инде менә без мусульманская организация. Biz birinci namaz ütkərəbiz. Biz mənə 10-15 mənə bir il bulda bizdən 11 iftar, da? Вот, şulay etdirib biz şul birinci namaz, şulay indi bir күп мәчетләргә җөрибез. Безнең штабның бар подшефный мечеть без бер авылда төзедек шул мәчет инде Агрырский районда. Вот, шуңар. Но менә соңгы безнең жаңалык, biz оештырдык 14 землячества. Вот здесь, если есть землячество, вот, например, из Ульяновского, Самарского, Чувашского, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, вот кто вот есть оттуда выходцы, записывайтесь в наше землячество. Вот очень у нас иң актив яшьләр безнең, иң позитив яшьләр, иң булган рухлы, иманлы яшьләр, Нижгар яшьләре. Менә шулай. Я подтверждаю. Да, алар ничектер менә алар актив. Алар мусульманство белән дә, безнең беренче намазларга да күп җырлыйлар. Значит, и шундай алар сәләтле.
сәләтле, иманлы иде миңа әйтәсе килә. Вот. Шуңа әтиәниләренә зур рәхмәт. Менә без гәҗитне аларга инде өләшәбез. Туган тел гәҗитне без алабыз да ай сайын инде. Вот, шулай иттереп. Ну, менә безнең яхшы землячество башкирское, татарское, значит, Татарстан, Мордовия, яхшы, Пенза, а менә икенче шәһәрләр, у нас остальные города идут с трудом сейчас, да, вот. И без ештырдык, менә монда күп безнең яшьләр Мәскәүдә христиан и крәшин, да, крәшин. Ну, у них православные были родители уже 500 лет, да. Они сейчас мусульманство не переходят. Вот, чтобы это все равно татары. У нас одно происхождение с ними, да, с кряшинами и православными. И поэтому мы вот создали землячество кряшин и православных татар. За что, естественно, в очередной раз в интернете нас очень сильно песочили. Ну, что поделать, я считаю это правильно. Потому что вот они очень себя положительно проявили при переписи населения. Вы понимаете, да, вот в Татарстане, например, есть такая середина. Сколько татар и сколько русских. И вот у нас по документам, хотя считается всего 35 тысяч, на самом деле это цифра 200-250 тысяч православных татар и кряшин в Татарстане. Вот эти 250 тысяч записались татарами, и это был серьезный, значительный перевес, значит, татарского населения в Татарстане. Вот за эти 250 тысяч, значит, это очень важно для нас, чтобы был преобладающий перевес татар в Татарстане. Вот. И он за счет вот этих вот 250 тысяч он состоялся, и поэтому мы, значит, вот я сам лично, например, выезжал в 6 деревень в кряшинских, я вел эту пропаганду. Мы им из Москвы на Петров день на 3 раза привозили московского барана, да, из Москвы. Вот, и поэтому мы принимаем участие. Многие думают, что мы, раз в Москве, татары нам дарят очень ценные иконы часто, да. Вот мы их каждый раз отвозим, каждый раз дарим, видите, наверное, в прямом эфире. Вот, поэтому мы, значит, к татарам, кряшным и православным тоже у нас отдельные отношения, мы считаем безберге. И что самое интересное, менә алар үзара күбрәк татарча сөйләшә. Менә крәшеннәр үзара гел татарча сөйләшә. Җырлар җырлайлар. Шундый алар халык дибез инде без. Вот мы с вами здесь сидим, что нас всех объединяет с вами? Что мы все татары. Так ведь? У нас одно прошлое, одно настоящее. У нас с вами одно будущее, одни проблемы у нас с вами. В этом большом городе 10 миллионов. Кому нужен татарский язык, я каждый раз повторяю. Вот кому мы его оставим? Вот вам оставим.